Актер Брэд Питт в фильмах часто снимается в кожанке от фирмы Беустов. А вот наш соотечественник Филипп Киркоров в одежде от бренда Gucci. Даня Милохин в бомбере Ветмо. И таких брендов одежды сотни, но они не заменят народные костюмы. На ваших экранах цикл передач «Кто такие коми?». Коми – это финно-угорский народ, который живет в республике Коми и за ее пределами. Во второй половине 16 и в начале 17 веков коми помогли русским в объединении Сибири к российскому государству. Разговаривает коми-народ на коми-языке, причем в разных районах коми-язык имеет свой диалект. Также у коми-народа различная культура и традиции. Все зависит от района. Данный ролик о одежде Привузского района. Это самый южный район Коми-республики. Тут издавна одежду делали из льна. Лен по коми-шабды. Считается экологически чистым и долговечным. Хотя и мы живем в 21 веке, хлопотный процесс обработки льна остается неизменным на протяжении веков. Лен собирают вместе с корнями, высушивают, отчесывают и молотят. Размачивают лен росой, чтобы отделить волокно от древесной части стебля. Полученное волокно сушат, мнут и треплют. Из трепанного льна формируют тонкую скрученную нить. Из полученных нитей ткут полотно. Готовую ткань обрабатывают, отбеливают и окрашивают. Из ткани потом шьют одежду. Рассмотрим традиционный женский костюм Привозского района. Он состоит из 3 частей. Кырма – женская рубаха со сборчатыми рукавами, сарапан, сарафан, запон, фартук. Фартук у женщины был не один, специально для праздников с вышивкой, и простой, для будничных дел, без вышивки. Рубаха была как нижней, так и верхней, которую носили самостоятельно, без сарафана. Называлась она веудор кырма. Эта рубаха была сшита из холста лучшего качества. Рубахи из белого холста украшали вышивкой у воротника и плеч. На увдор кырму, нижнюю рубаху, надевали сарафан. Для праздничного сарафана подбирали ярко-красную ткань. Домашний сарафан был чуть темнее. Еще есть сарафан синюха на узких лямках, сшит из полос льняного холста темно-синего цвета. Шили сарафаны из различного материала, из крашеного холста, домотканой пестреди, фабричных тканей и из тканей с набойкой. Набойный промысел пришел в Республику Коми из Центральной России и сохранился здесь наиболее долгое время. Такой способ наиболее быстрый украшения, декорирования тканей, как набойка. С помощью специальных набойных досок или манер, штампов. Их вырезали мастера вручную. Доски были примерно размером 20 на 20, могли быть квадратные или прямоугольные, более вытянутые. Ими они украшали ткань. У каждого мастера был свой образец, заказник. Это ткань, на которой отпечатывались разные узоры из его коллекции. И с этим заказником, тканью, они ходили на рынок, на базар, выкладывали эту ткань. Женщины приносили готовое тканое полотно, выбирали узор, который им нравился, и через неделю, через 2 они вновь встречались и забирали готовую ткань. В Коми были в основном растительные мотивы распространены, точечки, зернышки. Детям я рассказываю, как правильно работать с краской, что губкой мы берем, немножко обмакиваем в краску, но если мы начинаем работать этим сгустком, у нас весь штамп, он зальется краской, отпечаток будет нечеткий, размытый, неаккуратные, будут кляксы, поэтому мы макающими движениями растушевываем по поверхности. Также перпендикулярно нашей поверхности четко 1 раз наносим доску, отпускаем и набиваем. Набиваем мы для того, чтобы краска у нас лучше проникла в ткань и там закрепилась. И также параллельно, перпендикулярно столу, придерживая ткань, поднимаем доску, и у нас остается отпечаток. И так мы продолжаем. Украшение ткани набойкой довольно кропотливый процесс. Я тоже попробовал, получилось с небольшими недочетами. Вообще сейчас набивку делают акриловыми красками по ткани. Раньше для этого использовали специальный резервирующий состав вапу. Это было кубовое окрашение, именно этот старинный способ. Резервирующий состав наносился на белую ткань, а потом уже эта ткань погружалась в чан с красителем индиго.
Там ткань прокрашивалась, и на воздухе через 15-20 минут доставали, и происходила реакция химическая, да, то есть вот там зеленоватый оттенок такой получается, а на кислороде это все окисляется, и на глазах ткань синеет. Остаются незакрашенными только те места, куда наносился вот этот резервирующий состав ВАПа. Вот. И после этого ткань прополаскивали, вот эту вот вапу вымывали, и получался вот такой вот узор. Почему вот называли синильный промысел? Не красили там в красный цвет или желтый, все вот было синим цветом. Да, процесс украшивания ткани был не из легких. В современном мире, кажется, все проще. Только сейчас, наверное, самое сложное — это потом отмывать шаблоны от краски. К женскому костюму прилагалась сорока, юркартед. Это богато украшенный головной убор из парчи и ситца. Сорока была расшита сложным узором и содержала в себе элементы оберега. Два крыла были выполнены из тончайшего холста с узором в конце крыльев. Все вышивание выполнено тонкими льняными, шелковыми и шерстяными нитками. Повседневная сорока состояла из красного платка, концы которой выводились и завязывались на затылке. Сверху завязывался другой цветной платок. Такой головной убор в селах Обячево, Читаево, носил название «Руска-Чишьян» – русский платок. Свадебным головным убором девушки в селениях по реке Летке был обруч, изготовленный из узкой полоски бересты, обтянутой красным сукном и расшитый разноцветным бисером. Назывался он галаведич. Зимним головным убором были шерстяные платки. В основном покупались у приезжих купцов. Обязательным атрибутом женского сарафана был пояс – юкас. Они были различной ширины. На праздники надевали широкие пояса с кистями. На повседневные дни пояса чуть уже. Завязывали их тоже особым способом. Женщины на левую сторону, мужчины на правую. И не путали. Естественно, и обувь привозские коми носили. Низкие кожаные туфли, коты и ступни с широкими каблуками, завязками или без них. Часто их носили шерстяными чулками. Обувь была одинаковой вне зависимости от пола, унисекс по-молодежному. Также на Узе были популярны лапти, нинкам на коми-языке. Их плели из бересты и липового лыка. В зависимости от дерева отличался цвет покроя. Были лапти и праздничные, и повседневные тоже. Ну и, как люди говорят из старины, дошло до нас, да, даже в зиму, сейчас скажу на коме, нямыдами, холщовые тряпки нямыд, которые вот такие грубенькие были, они носили лапти даже зимой. Традиционный мужской костюм у коми был довольно прост. Его шили из холста. Рабочие рубашки, дерем, шили из более грубого материала. Рубахи из красочных тканей носили только по праздникам. На низ надевали полосатые штаны, гач по коми. И обязательно на талию завязывали пояс. Верхняя одежда у мужчин и женщин не отличалась. Носили кафтан из сукна, зипун на коми языке. Закрепим, какую традиционную одежду носили приузские коми. Девушки на голову надевали сороку, на тело рубаху, сарафан, фартук. Юноши рубашку и штаны. Все носили каты и лапти. На талию обязательно завязывали пояс, а верхней одеждой был кафтан. Сестры, братья, сестры, братья, танцевать, с вами петь и танцевать, танцевать, тики танцевать. Коми, это коми народ. Я не забываю ни земли, ни род. Мы попрощаемся, адиш летешь, но скоро увидимся. До новых встреч. Сестры и братья, заводжидайте, сестры и братья, заводжидайте, заводжидайте, сестры и братья, 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 заводжидайте,
с нами в этом зале прокачали